История древних государств Уйгурского края, государство Кроран. Оно существовало с 3 века до нашей эры до 4 века нашей эры в римское впадение, на ключевом перекрестке Великого Шелкового пути из Дунхуана в Хатан. Его центр находился в районе озера Лабно, которое в то время было крупным пресноводным озером, и выразился на реке Крорайна-Дарья. Столица – город Крорайна. В раскопках этого древнего государства найдены крорайнские документы, записи на индарийском языке прокрыт письмом Кхараштхи. Городища, некропола, буддийские ступы и буддийские фрески и артефакты греко-индийского стиля, а также санскритские и пракритские буддийские тексты. Население было европеоидным. Сохранилась мумия женщины, жившей 1800 лет до нашей эры. Знаменитая на весь мир кроранская красавица Лорелин свидетельствует о глубокой древности их присутствия в Уйгурском крае. В первом веке до нашей эры, после конфликта с династией Хан, было совершено переименование Крорана в Шаншан, а его столица была перенесена южнее, в район Мирана. Однако старый центр Крорайна продолжил существовать. В 3-4 веке нашей эры государство Шаншан с центром в Миране поглотило и включило в себя остатки Крорайна. Усыхание озера Лабно и опустынивание сделало жизнь невозможной, и в последующей истории Кроран все же не избежал гибели из-за надвигающейся пустыни. Но жители Крорана не исчезли. И куда же отправились жители после поглощения Крорана беспощадными песками Текламакана? Многочисленные исторические материалы показывают, что после поглощения пустыни большинство жителей Крорана мигрировало в процветающие оазисы Турфанской впадины. Согласно хроникам Синтан-Шу, в периоды поздней Вэй и поздний Чжоу-5-6 век нашей эры большое количество жителей Крорана, названные китайцами Шаншан, переселились в древнее уйгурское государство Иу в районе Хамэй. Из-за непрерывной миграции людей из Крорана в Гачан, в Турфанской впадине появилось много кроранских названий городов и деревень, таких как город Пучан, волость Чикан, деревня Миран и так далее. Этот процесс миграции постоянно подтверждается обнаруженными при раскопках культурными реликвиями. Например, документы эпохи Тан, найденные на кладбище Астанов Турфана, записывают многих жителей с фамилиями по названию государства Кроран, что, возможно, объясняет происхождение многих кроранских названий в Турфанской впадине сегодня. Кроме того, многие аристократы Крорана переселились в центральные равнины Китара еще до наступления периода южных и северных династий в V веке. Например, правитель Крорана Чженда, угнанный в столицу Пинчен Северный Вэй, народ Шаншан, который после Западной Вэй привел людей и переселился в Чиньян. А также, например, найденный в окрестностях Лаяна Северный Вэй, генерал, покорающий Лу и управляющий народом армии Шанши и так далее. На самом деле, еще когда Кроран был переименован в Лорелин, а затем Шаншан, людей, которые не покинули старые земли Крорана, их называли лабнорцами. В 1812 году ученый Суйсун, сосланный в Илийский район, потратил около 10 лет на написание книги «Записки о водных путях Западного края». И именно эта книга снова внесла лабнорцев, существовавших тысячелетия, в исторические аналы. Согласно его записям, в 1722 году империя Цин отправила войска в Турфан, чтобы ограничить восточную экспансию джунгарского ханства. Когда эта новость достигла пустыни Лоб на юге Турфана, где находилось озеро Лабнор и ядро древнего государства Кроран, вождь лабнорцев Гуэрбан прибыл в лагерь цинских войск. По его словам, он управлял 3 деревнями – Каракушун, Садакту, Харакджу, с населением более 1000 лабнорцев. Примерно 1,5 века спустя русский путешественник Николай Пржевальский прибыл сюда. Согласно его заметкам, первоначально в районе Лабнора проживало 550 семей лабнорцев в 11 деревнях, 2/3 из которых жили за счет рыболовства. Из-за длительной самоизоляции лабнорцы не могли противостоять любым внешним вирусам. Поэтому в 1856 году ужасная эпидемия оспы унесла жизни большинства лабнорцев. В результате лабнорцы были сильно ослаблены. Из первоначальных 11 деревень 4 стали необитаемыми, а теперь на берегу Каракушуна осталось только около 300 человек. В 1890 году другой русский исследователь Всеволод Рыборовский пришел на берег Каракушуна по следам Пржевальского. В 4 километрах от впадения реки Тарим в озеро ему посчастливилось встретить 110-летнего старика Абу Бурклима. Он рассказал Рыборовскому, что в его молодости на юго-западном берегу озера Лабнор не было видно тростника,
Была только пологая береговая линия, а широкая водная гладь простиралась до горизонта. На берегу было много деревень, но из-за обмеления озера и роста тростника жителям этих деревень пришлось отправиться в бассейн реки Черчин. Поэтому такие деревни, как Каракашун, начали исчезать. В 1900 году шведский географ Свен Хеджин пришел к Лабнору. Он обнаружил, что в устье реки Тарим осталось только 3 деревни. Первая – Кунчукапган с населением 57 человек. Вторая – Тусенчипган с населением 32 человека. Третья – Юрчипган с населением 84 человека. В 1910 году японец Касуй Цутида в 3-й раз пришел в Синьцзян и прибыл в плавучую деревню под названием Абдал. В то время в этой деревне лабнорцев оставалось всего 12-13 семей. Последним, кто вошел в деревню лабнорцев, был чиновник Министерства финансов Себейн. Согласно описанию в его Синьцзянском путевом дневнике, когда он прибыл в деревню Абдал, там проживало 27 семей. Если считать по 4 человека в семье, общее количество лабнорцев должно было составлять около 100 человек. В 1921 году река Каракашун полностью пересохла. Оставшиеся лабнорцы были вынуждены покинуть лодки и выйти на берег, подняться вверх по реке Кроран и постепенно превратиться из рыбаков-скотоводов, поселившись в деревне Лабчуан, Аксу и других местах. В 1954 году последние лабнорцы переселились в поселок Кроран. Возможно, к этому времени лабнорцы уже не все были изначальными кроранцами. Но на протяжении тысячелетий вокруг Лабнора, занимаясь скотоводством, земледелием, охотой или рыболовством, от народа Крорана до Лорелень, от народа Шаншан до лабнорцев, их миграция является пространственно-временным ключом к разгадке исчезновения Крорана и даже всех древних государств таинственного западного Уйгурского края. Она концентрирует в себе всю историю изменений Таримской впадины и стала миниатюрой взлетов и исчезновения древних цивилизаций западного Уйгурского края на протяжении тысячелетий, чтобы стать единым уйгурским народом с древнейшей цивилизацией.